Привет, меня зовут Оля. Мою маму зовут Валентина. Привет, меня зовут Леня. Привет, меня зовут Максим. Моя мама — это большой пример для меня, всегда всю жизнь был и остается. Когда-то в школе я вела дневник, я вырезала из ее фотографии такой портрет и приклеила в свой дневник и написала: я хочу стать как моя мама, хочу быть такой. Я уже достигла этого, мне очень нравится моя жизнь. Спасибо, мама. Алло. Ну что, мам, ты доехала? Да, я доехала. Все, хорошо. Все нормально. Я звоню тебе сказать, что я тебя люблю. Я тебя тоже. Ладно, короче, потом Всё. созвонимся. Давай, созвонимся. Ага, все, давай. Класс! Я родилась в многодетной семье, 4-м ребенком. Моя мама самый мудрый человек, которого можно встретить. И она меня научила безусловной любви к окружающим, к людям, к природе. Давайте позвоним моей маме. Алло, мам, что делаете? Валяюсь. Я хочу сказать, что я вас очень-очень сильно люблю. Да, что, получилось? Меня зовут Леня. В народе меня больше знают как Киджи. И сегодня я бы хотел сказать пару слов о своей матери, которая является для меня по-настоящему потрясающей женщиной, всех, которых я знаю и в принципе видел в этом мире. Хочется сказать своей матери то, что она просто великолепная женщина, просто с ума сойти можно. Как эта женщина на себе, грубо говоря, столько вывезла, на себе столько сделала. Для меня это человек, которого я беру пример. Она сильнее многих людей, которых я знаю, неважно, мужчина это или женщина. И я бы хотел сказать всем тем людям, которые меня услышат в этом рилсе, чтобы вы позвонили своей матери, если она рядом, сказали ей, как вы сильно ее любите. И неважно, сколько тебе лет, 15, 20, 30, 40, 50, ты всегда будешь ребенком своей матери. Алло, мамуль, привет. Как дела у тебя? Хорошо. Спишь? Ну, сильно отвлекать тебя не буду. Люблю тебя. Ну все, спокойной ночи. Продолжаю, да? Да. Продолжая тему, надо будет рассказать о моей маме. Ее зовут Лидия Николаевна Гоголева. Думаю, что мои родители, моя мама очень интересный человек, деятельный. В очень непростых условиях она росла, но тем не менее она не потеряла в себе природную доброту и искренность. Вот, случилось так, что мы общаемся не так часто, и наше общение сейчас от того, что мы растем, становится как-то ближе и как-то осознаннее. Но я думаю, что младший человек, наш Алексей, очень сильно, Абонент не отвечает? да, очень сильно занимает ее время. Я думаю, в ближайшее время невозможно будет дозвониться, и поэтому я хочу на камеру передать свои слова о том, что я тебя очень сильно люблю.